Время половины 11 утра. Учащиеся 4 класса 2-й Троицкой школы собираются на завтрак. Он немного запоздалый, но по-другому не получается. Это помещение с виду напоминает ангар для садового инвентаря, но уж точно не школьную столовую. Готовим в первой школе, нам сюда привозят готовый, а на этих печах мы подогреваем, чтобы оно не остывало детям. Как в условиях военного времени, и так уже почти полгода. Со дня вступления в силу закона о горячем питании сотрудники столовой этой школы работают без отдыха. А как еще? Накормить-то надо почти 500 детей, а мест всего лишь 48. Обычно в школе там 2 раза подают, да, питание. Вы в режиме нон-стоп работаете, не устаете? Ничего, бывает. Ну, кому-то надо работать, что поделаешь. Работаем, стараемся. Это ж чьи-то внуки, чьи-то дети тут у нас. Поэтому укладываемся, стараемся уложиться. Вторая школа самая старая в сельском поселении. Она построена в 1961 году, то есть в этом разменяет уже 6-й десяток. Когда-то здание отвечало всем требованиям, но времена меняются, а с ним и требования. Сегодня в школе, рассчитанной на 320 детей, обучаются более 1000. Перегрузка в 3 раза, как и количество учебных смен. Это влияет не только на учебу, но и на процесс организации горячего питания. Это у нас когда-то был буфет, мы потом реорганизовали в класс, так как классов не хватало, детей много. То есть там учились дети? Да, конечно. И в этом году опять мы его переоборудовали в столовую. Приходится транспорту по несколько раз ездить, еда остывает. Вот, и детям неприятно холодную еду кушать. Нам было бы удобно, если бы помещение нам позволяло здесь сразу готовить и охватывать побольше детей на посадку. Охватить больше детей школьная столовая сможет уже через несколько месяцев. На прошлой неделе рядом со школой приступили к строительству нового здания именно для этих целей. В помещении общей площадью около 115 квадратов разместятся кладовая, кухня и обеденный зал. Там за раз могут поесть около 100 детей, то есть в 2 раза больше. Рабочий каждый день, строительство идет по плану, вот, необходимый стройматериал доставляется. Вы довольны? Да, мы пока довольны. Над строительством нового пищеблока трудится несколько человек. Эта бригада занята заливкой фундамента под несущие стены. При хороших погодных условиях планируют закончить в течение 2 месяцев. А это уже другая сельская школа, 4-я. В этой все условия для горячего питания предусмотрены еще с начала строительства. Разнообразное меню на каждый день. Школьники спешат поскорее сесть за столы. У нас сегодня овсяная каша, бутерброд с маслом и сыром и какао с печеньем. Обычно у нас питаются 332 ребенка. Расскажи, нравится тебе еда? Да. А что ты вообще предпочитаешь? Какое твое самое любимое блюдо? Рисовая каша. Эта школа построена в 2015 году. Рассчитана она на 720 учащихся. Более 300 из них ученики с 1 по 4 классы. Так как школа работает в односменном режиме горячее питание у нас представлено в виде завтрака. Меню разработано и согласовано с Роспотребнадзором, родительской общественностью и состоит из каш: рисовой, овсяной, гречневой, манной каши. Также на базе нашего пищеблока готовят еду повара из другой школы. Горячее питание в каждую школу. Такую задачу федеральные власти поставили перед местными. Бесплатные обеды по всей стране получают с сентября более 6 миллионов учащихся с 1 по 4 классы. На эти цели из федерального бюджета выделено около 22 миллиардов рублей. С этим республика справилась. Вот только после возникла другая проблема. В 27 школах региона нет пищеблоков. Исполнять указ президента приходится за счет приспособленных помещений. В 27 школах, где нет у нас пищеблоков, будет организовано строительство пищеблоков при этих школах для определенного количества детей, которые обучаются в указанной школе. В остальных всех школах у нас питание организовано в соответствии с условием Санпина. Обеспечить пищеблоками все школы республики власти Ингушетии намерены в течение 2 месяцев. Об этом заявил Махмуд Али Калиматов в ходе инспекционной поездки в образовательные учреждения Сунжинского района. Задачу необходимо решить до конца марта. На эти задачи выделяются средства из регионального бюджета. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.